3 года сожженная, поруганная, но не смирившаяся, стонала столица Беларуси под кровавым сапогом фашистского ига. Все, чем гордилась, что приобрела она за годы советской власти и белорусской государственности, все культурные, научные учреждения, театры, музеи, все это было либо уничтожено, либо опоганено фашистскими варварами, поругано нарочито, с садистской жестокостью, с лютой ненавистью. 1100 дней и ночей длилась оккупация Минска. Чтобы разгромить германскую группу армий «Центр», Верховное командование Красной Армии разработало план «Багратион» – крупнейшую летнюю военную операцию СССР в Великой Отечественной войне. Утром 3 июля 1944 года танковые войска фронта, наступающие в направлении на Минск, в результате обходного маневра и стремительного удара вышли к городу и во взаимодействии с танковыми войсками Первого Белорусского фронта, подошедшими несколько позднее с юго-востока, овладели им. Одновременно часть танковых войск Третьего Белорусского фронта, стремительно продвинувшись на запад, перерезала шоссейную дорогу от Минска на северо-запад. Бои в городе шли за каждый квартал, за каждый дом. 3 июля 1944 года Красная Армия полностью освободила столицу Беларуси, важнейший стратегический узел обороны фашистов на западном направлении. Что было в городе в первые часы его освобождения? Над Минском вновь взвилось советское красное знамя. Жители встречали своих освободителей с цветами, на улицах играла музыка. И хотя город был изранен, многие его дома были объяты пламенем, Минск пел, и у всех на лицах сияло выражение счастья. И птицы не поют, деревья не косут, и только мы плечу к плечу касаем землю тут. Это касаем землю тут, как так и кружится планета. Над нашей родиной дым, и значит нам нужна одна победа. Одна на всех мы за знамя восстоим. Одна на всех мы за знамя восстоим. Наш взгляд огонь смертельный, и все ж бессилен. Сами не прочим ходит ночь отдельный, десятый наш десятный батальон. Десятый наш десятый Зараз батальон. некие парады там проходят, ён наогул называется свято незалежности, а вось для тых людей, для того поколения наших бацькоў это все-таки был день вызволения. Хай сабе только Минска. Але гэта ўсё, да, гэта быў дзень вызвалення. Я не помню, каб былі некія мерапрыемствы вялікія, я гэтага не помню. Но бацькі, у іх же было много коллег по оккупации, по партизанскому руху, по фронту. Было много, вот у іх было много агульного, поэтому яны все-таки вечарком сыходзіліся. Были так называемые маёўкі, любимая. Теплая пора, хоть и на гарачая уже эта пора, але все-таки на теплая. Яны сыходзіліся где-нибудь там под вярбою, какой-нибудь под бярозой, сядели, долго гаманили. Горелки, кстати, вот те часы я помню, что горелки было заўсёды вельми мало. Была такая асаблівасць. Куплялася одна бутэлька гарэлкі, но яна дзялілася на ўсіх участников. Ці гэта 2 чалавекі, ці гэта 7. Больше одной бутэлькі ніхто не куплял. Вось была такая чамусьці традыцыя, не ведаю чаму. Но яны больш гаманілі, некія мужчыны яшчэ мелі некія галасы, яны яшчэ спявалі гэтыя военные песни. Поэтому вот гэтыя святы, тады это было свято, и оно было такое тихое, спокойное, без фанфар, да, без фанфар, але оно было больше душевное. Потому что были удзельники именно тых падзей. А зараз гэта уже зусім другое. Мне здаецца, трэба все-таки по-другому акценты расставлять. Ну и то и День Победы, как я помню. Ну и правда, вы говорите, у нас тоже было, на той даже Пасху, если собиралась дуже родня, тая бутылка, ее выпивали потрошки мужики. Я на 3 дни делилась. Было им
именно сустрэліся паговорить, а не пить тую горелку. И кто пригубил, кто не... А жанчыны яны, ну, компотки, щели вот варили. Ну, это было. А мужики поговорить, повспоминать про то, где кто воевал. Ну, и больше песни не помню, как пели. Ну, голосили, як бобры. Кожный вспоминал где-то, ну, мы раненые были, где-то сябры были загинувшие, поэтому вот День Победы, вот именно, что бойка, великая бойка у людей была это. Без помпезности. И свято ж само, это, ну, и сустракались это уже фронтовики сами по себе, и уже никто не, уладаши их не собирала. Свято это пришло уже, может, у яким 80... Не помню, яким будь. 80 где-то 5-й, может, год официально, что уже почали отмечать день этой перемоги. А до этого день перемоги... Ранее. Може раніше, ну я помню, я прийшла вже і там у Мачівську працювала бригадиром, і сюди прийшла агрономом. До 3 часов усі були на полях, усі працювали. А тоді вже після 3 збиралися, тут може трохи, школа ділилася на групи, одна група тут біля пам'ятника проводила мітинг, а друга туди приходила к нам головні ляди і там біля пам'ятника. Это было уже после 3 часов. Вот я просто укинула вот 2 документа, которые есть. Но это послевоенные документы. Вот это такие посвящения уручали партизанам. Мой таточка был партизаном некой там 120-й бригады, по-моему. Цікаво, вот, многие вельми здивляются, чему Могилев, чему подпорядковывался Могилев. Потому что мы были, до войны мы были Могилевская область. Мы ж якраз на мяжі. Березіно якраз хоче туди, наш посередині. Не уганяли, да. Поэтому, коли його з початком війни, його демобілізували іменно у Могилев. І він був у Могилеві, був оборонцем Могилева. Но я звернула увагу, що вот у гэтым вот военном билете не показано. Ой, нечто ж раз. Это один из немногих документов, который заховался довоенных, потому что довоенные документы в основном загинули. Ну, так как и все гинуло. И оно ж горит добре. Да. А некоторые документы треба было сховать так, как их никто не нашел. Так как некоторые бабули прославились тем, что они заховали бюст Ленина. Их узнагародживали за что-то там, за некие поспехи, бюстом Ленина узнагародживали, а потом люди не знали, что с ним робить. Немцы идут, да, бюст Ленина, коммунист, значит, не будут да. разбираться. Поэтому они его закапывали, а после войны откапывали, и оказывается, они героичные женщины. Заховали. Да, такое здарилось. Ну, вот это вот тут фотоздымок яшчэ даваенны яго, вельмі малады, он тут зусім юны. Вось. И много что-то самое. Молодейшие, вот иные рассказывали, то и Зайцев, и этот самый Дорожка Иван Кондратьевич, и Василевский, они уже молодые, зачем их призвали. Ну, они уже обороняли то, что освободилось, как не растягнули мародеры, и они уже у заслоне стояли, это, войска пошли далее, и они необученные стояли на варте. Тоже. Ой, ну что, мы ничего такого цікавого не сможем, наверное, вспомнить. Ну, такие отдельные урывки. То, что нам неколи рассказывали. Да, ну. Вы сами ведаете, коли вот что-то такое вот гнятущее было, такое вот страшное, то его хочется не то что забыть, нет, забыть немагчыма, но не хочется лишний раз вспоминать. Треба глядеть у будущее. Яны перемогли, яны вот вышли из этой навалы, и они были такие счастливые. Я помню, насколько это все было весело. Я еще малая была, но я помню вот эти всякие маленькие бессобойчики,
Люди были великими оптимистами. Все же были такие, вообще-то, вельми бедные. Но они были оптимистами, они выжили, и у них от этого была энергия. И уже вспоминать, что там, вот там было, ну, что было, то прошло, треба глядеть у будущее. Я помню добре, что у моего, вот, страшный бой был, вельми страшный бой был, когда немцы наступали. И жанчины еще вот, ну вот матери моих ровесников вспоминали часто вот этот бой, и они вспоминали часто именно самих этих немцев, что день был вельми теплый, горячий, просто горячий день был, одни сыходят, другие находят, и вот идут, говорит, вельми высокие, некие отборные части, наверное, шли, вельми высокие, пригожие, белобрысые, пьяные, ну, на добрым подпитку, не пьяные, а выпившие, рукавы закатаны, идут с этими автоматами, такие вот, сапраўдные захопники. Як это было страшно все. От, ну, их тогда так само положили добро. Но у них так, усіх ровненько, аккуратненько на могилках поховали, еще было задокументировано, и вот годов, может, 5 назад была эксгумация, и все забрали. У их план был, еще, ну, вядомо, что там и же дрэвы разрослись, и прочее. Жанчын гэтых тутейших звали, жанчыны казали, да вот тут крыш стоял, тут. Да, жанчыны точно помнили. Они же еще тогда малые были, но они помнили. Да я помню так само, но я, правда, только куток помню в этой. И когда мы еще ходили в школу, еще некие крыши стояли на этих могилках. Не наши. Наши принято высокие ставить, а там такие, вот такие низенькие крыши. Ну, солдатские. Да, но древо было крепкое, потому что стояли они долго. Но чомусь вот так само, вот здається, что вот такая ненависть была фашистам к немцам. А гэтые крыжи никто не выкапывал, не выкидывал, чомусь вот такая вот похована, значит, похована. Да, не было такого, чтобы там кто-то что-то вандализм. Там бой был страшный, потому что наши отступали, а они наступали, было сопротивление. И вот мама моя говорила, что у наших соседей, дедка Платон и бабка Макрына, у их дом таки был великий по тых часах. Он нават и зараз, наверное, был великий. Просто зараз я понимаю этого дома. Но мне мало издавалось, что он вельми великий. Рукопашный бой шел, там уже бились чим попадя. Нават вот эти вот, когда вы ведаете, это сикачи бульбу секчи, свиную, да? Этими сикачами бились нават. Вот это вот меня так уразило. Вот я зараз сказала, мне мороз по шкуре пошел. Это так жутко. Ну. А як патроны закончились, вот тады брат хотел жить. Да. Вот тады загинул брат Ольги Тарасовны, Петя. И он там похован на Перавозе. И он... Тады ж речка была вельми глубокая, вельми широкая, вельми глубокая. У адрозненне, это не теперешняя речка. А не все ж солдаты умели плавать. Вось. И вось мясцовые хлопцы, они перавозили красноармейцев туда на той берег, на усходний берег. И вось некая куля догнала Петю. И он загинул. Вот это была у их семьи, это была первая згуба. Первая ахвяра. А потом уже пошли другие. Ну, там и отборные, и на мотоциклах ехали, там яны паўз этот берег от Осмоловки на городище, и там уже захватывали перевоз, рвались на Березино. Ну, одни хотели проправиться про речку на Бородец, кружиться, другие... Лишь только мой глаз лежит губот приказ, и почтальон садок знака, застевая нас. Красная кокета, лед неутомим, и значит нам нужна дана победа. Одна сильная за цену не постоим. Нас ждет огонь, смех.
хватать такие дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не полегче самим. А мы начинаем знатная победа, а на всех мы за ценой не постоим. На всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь священный, и все ж вместе нам. Сомнения почвы ходит ночь отдельно. Десятый батальон. Десятый батальон. Молодец. Вот так.